на людей, которые не живут в Уфе, это производит впечатление. 18-й фестиваль. Но не все доживают до такой цифры, устраивая у себя в городе джазовые фестивали. А ваш фестиваль достиг совершеннолетия. И я поздравляю всех уфимцев с тем, что у них в городе существует такой замечательный праздник. Спасибо вам, что вы поддерживаете его. Фестиваль никогда не обходится без энтузиастов, без людей, которые это придумывают, поддерживают, составляют программу, следят за тем, чтобы не было скучно, чтобы были интересные гости. Вот этим всем занимается человек, у которого на роду, так сказать, написана такая вот организационная жилка. Человек, на мой взгляд, очень одаренный саксофонист, блестящий джазовый исполнитель, руководитель биг-бенда и руководитель Государственного филармонического оркестра Башкирии, Башкирской филармонии. Этого человека вы прекрасно знаете. Я хочу вам его представить, и вы ему должны устроить овации. Это Олег Касимов. Добрый вечер. Уважаемые дамы и господа, мы собрались для того, чтобы играть хорошую музыку для всех любителей джаза у нас в городе. И очень здорово, что фестиваль есть. И вот мы очень много об этом говорим, потому что есть возможность вам послушать разных высококлассных музыкантов, оценить их, полюбить. Хочу сказать, что джазовый фестиваль уже можно считать успешным, удавшимся. И мы очень рады, что вы нас поддержали и наших организаторов. Спасибо вам. У нас вот так в джазе не принято выдерживать какой-то пафос определенный. Да, приехал к нам человек из Соединенных Штатов Америки, такой джаз из первых рук. Это Билл Секстон, замечательный саксофонист. Я его уже где-то встречал, слышал. Нынче нельзя сказать, что это человек, который джазом занимался, потому что он просто из этой музыки. Нет, он получил специальное и очень хорошее образование, учась в очень престижных заведениях в Нью-Йорке. Он организовал в Гарлеме уже свой собственный клуб, у него давно он существует. Он записывает диски, играет со знаменитыми партнерами, и мы решили не держать долго такой сюрприз для вас, а просто выпустить сейчас его прямо на вас. И все. А дальше будут играть все наши, и, поверьте, не хуже. Так что давайте... Good evening. This is my first time in Russia. Появление на уфимской сцене – это мой первый визит в Россию. Мне очень понравились ваши гостеприимства, люди и девушки у вас красивые. Конечно, у вас здесь очень холодно и зима суровая, но для меня это привычно, ведь я сам из Нью-Йорка, и у нас каждый день идет снег. I know that you had a very mild winter here. I'm from New York City, and it was a terrible winter. It was terrible. It snowed almost every day. But it's just cold over here right now for me, you know. But I'm glad to be here. We're going to start our concert with 3 compositions. Начну свое выступление с произведения великого Фостера, который был моим учителем. Вторая композиция моя, ну а третья, «Невероятная леди», принадлежит Шарли Скотту. So I hope you enjoy it. Thank you.
Thank you. That was called Simone. Мой второй трек называется «Три ступеньки вниз». Called 3 Steps Down.
Вы не поверите, но с этими музыкантами мы познакомились только сегодня. Игорь Атапин, Феликс Аксенов, Антон Антонов. Но сейчас мы хотим продолжить выступление Билла уже в сопровождении нашего оркестра. И давайте встречайте наших музыкантов, эстрадно-джазовый оркестр Башкирской государственной филармонии.
Билл Саксон. Наверное, многие из вас узнали тему «Ночь в Тунисе». Так называлась композиция Дюка Эллингтона. Сейчас мы сыграем еще одну замечательную балладу. Называется она «Round Midnight».
Мы сыграем композицию Хоруса Сильвера, которая называется «Not Really».
Эльмир Юнусов, тромбон. Билл Сакстон. Но вы можете сохранить тепло своих ладоней, потому что мы еще не заканчиваем, сыграем еще пару композиций. Сейчас будет замечательная, очень известная тема, которая называется All Blues.
мы сыграем еще одну композицию, которая называется «Sweet Georgia Brown». Билл Саксон. Биг-бенд Башкирской государственной филармонии. Билл Саксон. И ваши аплодисменты. О, как. Я не вижу Владимира Борисовича, поэтому за него тогда закончу это отделение. Вот он появился. Такой чистокол из музыкантов, что не пробиться вперед на сцену. Дорогие друзья, я хочу обратить ваше внимание. Замечательный оркестр есть в Уфе. Я его слышу впервые. Оркестру, пожалуйста.
Биг-бенд Государственной филармонии Башкирии. В Петербурге 5 миллионов жителей. Чтобы у нас набрали 5 тромбонистов и 5 трубачей, это мечтать надо. А здесь такой избыток. И еще надо принять в оркестр Билла Секстона. Да. А Билл Секстон устраивает на работу ритм-группу у себя в Нью-Йорке, правильно? Посоветуем ему. Продадим на некоторое время, пусть ребята подработают. Да. Дорогие друзья, я поздравляю вас. Мы так празднично сегодня открыли концерт. Это все придумал Олег Касимов. Я как-то недоумевал. Мы спорили, как это надо заканчивать вот этим пафосом. Иностранец на сцене, оркестр, много народу, массовость побеждает. И все-таки мы пошли на эту авантюру, начали сразу вот с этого, что выйду в втором отделении, это вообще сплошная авантюра. Но остаться следует. Там тоже много фокусов. Фестиваль, все может случиться. Так что не уходите, пожалуйста, сразу. Потерпите. Это раз в году. А потом 362 дня будете отдыхать до следующего года. Я думаю, наши зрители будут скучать, а не отдыхать по джазу. И, конечно же, если говорить о втором отделении, то у нас намечается гала-концерт, и очень многие участники фестиваля, к сожалению, не все, конечно, а вот некоторые из них улетели уже в разные страны, разъехались как птицы, но обещали вернуться. Но многие музыканты остались, и будет замечательный гала-концерт после антракта. Но вот еще одна миссия выпала в этот раз на меня. Я всем нашим гостям дарю подарки. Вот Аркадий Шелкопер был, например, и тоже такой, ему один раз подарили альпийский рог, и он так на нем стал замечательно играть. Это было, конечно, не у нас, это было, по-моему, где это было? В Альпах, в Австрии, наверное, это было, да. И он научился играть так здорово на этом инструменте, что там, я не знаю, какие-то регалии ему дали, и он, собственно, теперь пропагандирует, он приезжает постоянно, специально привозит его и показывает, вот как можно играть на этом инструменте. И я подарил ему наш национальный инструмент курай, и он говорит, ну все, теперь придется в следующий раз приезжать и играть на курае. Вы знаете, Биллу я тоже подарю этот подарок. Универсальные музыканты, думаю, смогут играть на всем. Он хочет очень приехать, мы будем ждать его снова. И кто его знает, может быть, в следующий раз мы сыграем расширенную программу. Билл Сакстон. National instrument. I saw you. Wow. Thank you. Thank you. Wow, this is special. This is really special, you know. When he had the stick, I thought it was to beat me with it, you know. But now I know. So interested. Okay, but let's have a hand once again for my new friend and my brother, Mr. Oleg, please, for putting all of this together. He worked very hard. He's a hard-working guy. And he still has time to play the saxophone. If I did everything that he does, you know, I wouldn't be able to play as well as I play, you know. But all I do is play. But he does many things and play, so that is special. Thank you. Wow. You know, I'm from New York City. I'm from Harlem. You know, I was born in Harlem Hospital. Я родом из Гарлема, это в Нью-Йорке. У меня там свой клуб, Биллис Плейс. Приезжайте ко мне в Нью-Йорк. Приходите ко мне в клуб, чтобы поздороваться со мной. И еще раз спасибо за ваше гостеприимство. I can only be one place at a time. So I thank you again. I've had great food. The food here is good. I think I might have gained a pound or two. But thank you very, very much. Thank you. Два номера. Один коллектив, потом другой коллектив покажет. Тоже один-два номера. Вот так понемножку каждый закончится тем, что на сцене опять появится оркестр и полный переполох. Вот это, наверное, бывает на многих фестивалях, но не обязательно заключительный день. Но день переполоха всегда есть. Потому что сегодня фестивали во всем мире
имеют такую коммерческую основу, это уже такой деловой характер жизни, что музыканты знаменитые, очень знаменитые, имена которых мы называем в первую очередь, они, в общем, участвуют во многих фестивалях, но они приезжают ко времени выступления. Выступление закончилось, и сразу их увозят. Они не слушают, кто как играет, их это не интересует вообще. Я был на нескольких европейских фестивалях, где устроители, заигрывая, конечно, с американскими гостями, говорили: а послушайте, вот наш пианист играет молодой такой, вот он очень далеко пойдет, это наша надежда и так далее. Мэтры кивали головой, да, говорили, да, и продолжали жевать свои сэндвичи у себя в гримерной. Их не интересует все остальное. Это уже такое профессиональное отношение. И таких профессиональных фестивалей, где никто ни с кем не пересекается, их очень много. И, наверное, так и надо, потому что хотят очень щадить, наверное, самолюбие артистов. Я вспоминаю, что когда впервые Норман Грэнтс, знаменитый джазовый импресарио, который собрал лучших артистов джаза и впервые решил показать их Америке, то есть повозить по городам Америки с такими сборными концертами, он взял Билли Холидей и взял Эллу Фицджеральд. И еще нанял 2 человек, которые опекали этих знаменитых дам и отвлекали их в тот момент, когда пела конкурентка. Главная его задача была, чтобы никогда Билли Холидей не услышала, как поет Элла и какой она имеет успех, и наоборот. Это нормально, кстати, это было все организовано, потому что иначе нельзя, а публике какое счастье, все слышит. Но вот фестивали в нашей стране, они отличаются несколько другим. У них у всех есть внутренняя жизнь. Музыканты съезжаются как на праздник, они рады поиграть друг с другом, познакомиться, пригласить в обмен кого-то в обмен послать и так далее. У нас еще нет этой звездности. И даже если мы закажем какого-нибудь звездного Игоря Бутмана или, чтобы вам ближе было и понятнее, Олега Киреева, закажем, чтобы они сюда к нам приехали, они приедут и будут совершенно себя нормально в нашей компании чувствовать себя, и будут со всеми общаться. Так, чтобы они не вышли из гримерки и пошли только на свое отведенное время, и их ждал бы персональный самолет, этого у нас никогда не будет. Мы другие. Поэтому вы на фестивале, и вы попадаете не на строгую программу, где точно обозначено такой-то, 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 а вы попадаете в некую вольную сферу, где с вашим сознанием делают кое-что. Предлагают вот так повернуть. Сначала послушать бенд, потом послушать солиста. Или начнет один кто-то играть, потом вдруг навалится человек 18. Все может произойти. Но я сейчас навалю на вас человека 4-5, не больше. Не так скромненько. Я хочу представить вам, есть такой ансамбль, он очень известен за пределами Башкирии, он называется очень просто «Джаз-ансамбль Уфа». Все. Вот джаз-ансамбль Уфа. Это 4 человека. Один человек сегодня, который очень важен в этом коллективе, он болен и его нет, но тем не менее есть команда, которая называется Уфа. Эта команда встречается с замечательным тюменским музыкантом Андреем Злояном. Он играет на гитаре. И сейчас они появятся на сцене. Что будут играть, понятия не имею. Но это будет джаз. Прошу. Игорь Отапин, как всегда, фортепиано. Антон Антонов, ударные инструменты. Сергей Оськин, контрабас. Элдат Гайфуллин, саксофон. И гость, гитарист, которого зовут Андрей Злоян. Он единственный человек, который сегодня в европейской части России представляет азиатскую часть.
Ну вот такой смешанный ансамбль «Уфа». Вместе с героем дня, нашим гостем Андреем Злояном. Гитара. Спасибо Сергею Оськину, спасибо Азату, спасибо Антону за помощь. Спасибо. Мы продолжаем знакомить вас с незнакомыми людьми, с незнакомой музыкой, с незнакомыми ансамблями. Ансамбль создан сегодня. 3 уфимских музыканта и 1 гость из соседнего города Казани. Вот таких мы выпустим на сцену. Это ансамбль, который собрал пианист и тромбонист. И в Казани это один из центральных джазменов. Там все вокруг него крутится. Его зовут Олег Анохин. Я прошу на сцену нашего гостя. Олег Анохин. С тромбоном я его вижу впервые, хотя что-то слышал об этом. Вот, ну, знаю как пианиста. Наверное, еще на чем-нибудь играет. Просто потом откроем когда-нибудь. Думаю, что наверняка, как все музыканты-духовики, поет. И поет, наверное, неплохо. Потому что духовики всегда поют хорошо. По нотам даже играете джаз. Здорово. Друзья мои, уфимские музыканты, которые согласились помогать Олегу Анохину, перед вами тоже. Я прошу выйти на сцену. Это Эльмар Юнусов, фортепиано. Олег Янгуров, это бас. И Рустем Каримов, это ударные инструменты. Все известные. Все берут себе пюпитры, у всех написаны ноты, которые они видят впервые. И все это будет сыграно так, как будто это игралось уже 10 лет и записано на пластинке на лейбле «Виктор». Спасибо, дорогие друзья. Дело в том, что эта вещь написана по ходу фестиваля и отражает вот этот яркий, насыщенную атмосферу этого праздника. И действительно, мы вот только сейчас собрались и постараемся передать эту же атмосферу, только уже музыкальным языком. Спасибо. Thank you.
Наш гость Олег Анохин, Казань. Эльмир Носов. А я приглашаю на сцену Олега Касимова. Олег Касимов, пожалуйста. Аплодисменты. Художественный руководитель, директор, идеолог. Квартет. Естественно, у каждого импровизирующего музыканта есть свой ансамбль. Руслан Воротников. Вячеслав Шумилин, ударная установка. И Феликс Аксенов, бас. Так, прошу, что за музыка будет? Сами. Мы исполним композицию, которая написана мной, называется она «Оттенки печали».
Руслан Воротников. Вячеслав Шумилин. Феликс Аксенов. И Олег Касимов. Приглашаем нашу гостью. Что-нибудь хотите сказать о ней? Они очень профессиональная вокалистка. Я думаю, что Вячеслав Борисович больше не расскажет. Да. Просто мы сейчас ждем, Опять пока же она из появится. Нью-Йорка. У нас сегодня Нью-Йорк все в гостях. Да. Это очень известная в Нью-Йорке вокалистка, которая завоевала, в общем, большинство клубов Нью-Йорка, а это очень важно в том городе оказаться именно в клубах, тогда тебя помещают в джазовых журналах, в отчетах, появляются рецензии, заметочки, появляются записи, контакты с музыкантами. Наши гости зовут Ди Дэниелс. Мы встречаем Ди Дэниелс. What a day this has been. What a rare mood I'm in. Why, it's almost like being in love. There's a smile on my face for the whole human race. It's almost like being in love. All the music of life seems to be like a bell that is ringing for me. And from the way that I feel when that bell starts to peal, I could swear I was falling, swear I was falling. It's almost like being in love. Is ringing for me, and from the way that I feel when that bell starts to peal, I would swear I was falling, swear I was falling. It's almost like being in love. Almost like falling in love. Almost like being in love. Almost. It's almost. I'm almost like falling in love.
feels like being in love. Thank you. Thank you very much. I had the opportunity to share the stage with Chet Baker long time ago. У меня была счастливая возможность долгое время общаться с великим музыкантом Чаком Бейкером. Я жила тогда в Бельгии, и нас как-то позвали в Амстердам с биг-бендом на 2 вечера, и мы выступали в одном из лучших концертных залов. Чак Бейкер был невероятный. Мы с ним вместе гастролировали. Мне очень нравилось, как он извлекает звуки из трубы. Звук был богатый, гармоничный, божественный. Но больше всего меня вдохновлял его голос, вдохновляло его пение. Одна из его песен называлась «Она слишком хороша для меня». Я тогда пообещала себе включить в свой репертуар. Я, конечно, позволила себе внести очень небольшое изменение в эту песню, но, надеюсь, она вам понравится. I promised myself that I would add that to my repertoire of songs, and it took me a while, but I finally did. And I have to say that I've changed it just a little teeny, weeny, tiny bit. Okay, just a little teeny, weeny bit, but I think you'll enjoy it. He was too good to me. How can I get along now? So close he stood to me. Everything seems all wrong now. He would have brought me the sun, making me smile. That was his fun. When I was mean to him, he never said, "Go away now." I was a queen to him. How can I get away now? It's only natural that I'm so blue. He was too good to be true.
was too good to me. How can I get along now? So close he stood to me. Everything seems all wrong now. He would have brought me the sun, making me smile. That was his fun. When I was mean to him, he never said go away now. I was a queen to him. Who's gonna make me gay now? It's only natural that I'm so blue. He was too good to be true. Thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you very much. For you, there might be another star. Through my eyes, the light of you is all I see. For you, there might be another song, but all my heart can hear is your melody. So long ago, my heart, without demanding, informed me that no other love would do. But listen, did I not, though understanding, fell in love with one who'd break my heart in two. For you, love might bring a toast of wine, but I will celebrate a love of yesterday. For you, love might be for you decline, but I will celebrate a love of yesterday.
light of you is all I see. For you, there might be another song, but all my heart can hear is your melody. So long ago, my heart, without demanding, informed me that no other love would do. But listen, did I not, though understanding, fell in love with one who'd break my heart in two. For you, love might bring a toast of wine, but with the sparkle, know the best of love I bring. For you, love might be for you decline, but I will celebrate a love of yesterday. Lay shoo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo-doo. Shoo-d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 oo. A real big hand for the band. Oleg. Woo-hoo. Thank you. Thank you very much. Я очень рад, что вы приветствуете оркестр Big Band. Да. Олег Касимов. Джаз невозможен без самого яркого проявления, самого спонтанного — джем-сейшн. И поэтому вот мы вывели такую нашу очень сильную массу, которая поможет нам сделать это феерично. И постараемся, я даже не знаю, в каком порядке, как это все будет происходить, будем просто выдергивать всех наших звезд и звездочек, чтобы они поиграли с нами. А играем мы очень известный стандарт «Take the A-Train». Джем Session.
Ну вот все, кто могут, сейчас здесь. И среди вас тоже все, кто могут, все участвуют. Прежде всего, биг-бенд. Краса и гордость Уфы. Олег Касимов. Все остальное собрано им. Все гости придуманы им. Это Олег Анохин. Только что был здесь Билл Сакстон. Билл Секстон. Андрей Злоян, наш гость из Тюмени. Хотелось сказать большое, огромное спасибо Владимиру Борисовичу, потому что все эти 3 дня, которые мы были с ним, это какой-то праздник волшебной и очень интересной и занятной информации, которую он постоянно, то есть он излучает такое тепло и такое, знаете, просто можно мне позавидовать, потому что я общался с таким человеком. Я хочу его поблагодарить, надеюсь, что наше сотрудничество будет еще продолжаться, и мы увидимся еще не один раз здесь или, может быть, в другом месте. Владимир Борисович Фертак, ваш аплодисмент. Дорогие друзья, все когда-то заканчивается, поэтому давайте еще раз поблагодарим всех музыкантов, кто на сцене, и расстаемся на год. Но джазовая жизнь продолжается в Уфе. Сегодня эти имена здесь назывались. Следите, где они, что они делают, в каком клубе, в каком заведении они играют. Может, дают где-то сольный концерт, может, даже в филармонии. Поэтому не забывайте, джазом надо интересоваться. Только тогда он ваш и наш. Спасибо. И до новых встреч.